Барлықтарыңызға сәлем. В этом видео я хочу рассказать вам о прошедшем времени в казахском языке. Это время используется тогда, когда мы говорим о прошедших действиях. Например, это может быть 5 минут назад, это может быть 2 секунды назад, это может быть вчера, позавчера, 2, 3, 4 года назад. То есть это время универсальное для прошедшего времени. Глагол плюс суффиксы «да», «де», «т», «т» плюс личное окончание – это формула прошедшего времени. А теперь давайте приведем несколько примеров, как образуется у нас прошедшее время. Возьмем глагол «бару». «Бару» – это «идти», вы знаете. И сейчас мы будем спрягать этот глагол по всем лицам. Что мы делаем? Мы пишем «бар», да? То есть «у» мы убираем, потому что это неопределенная форма глагола. Мы убираем его и ставим сразу что? Суффиксы. Мы добавляем здесь «д». Почему? Потому что по звучанию подходит суффикс «да». Почему не мягкую, да, спросите вы? Потому что у нас корень глагола твердый, а значит и суффикс тоже должен быть твердым. Плюс личное окончание «м». Так, теперь вы знаете личное окончание «мн». Правильно? Например, «барамын». Но в прошедшем времени личное окончание сокращается, то есть меняется на «м». То есть если вы скажете «мен бара дамын», то это будет неправильно. В прошедшем времени личное окончание будет «м». «Мен бардым». Дальше «сен бар» плюс «д» плюс «ын». Ты пошел. «Сен бардың». «Сіз бар дыңыз». Вы пошли. Ол бар д. Здесь нет никакого окончания. То есть в третьем лице мы ничего не добавляем. Еще раз, для того, чтобы образовать глагол или предложение в прошедшем времени, мы берем глагол, убираем «у», добавляем одну из 4 суффиксов «д», в данном случае у нас «д», и плюс личное окончание. Теперь давайте возьмем сразу второй глагол, пусть это будет «куру». «Куру» – это видеть, смотреть. Допустим, нам нужно сказать «я посмотрела классный фильм». Я не смотрю, а уже посмотрела. Нам нужно образовать прошедшее время. Что мы делаем? Мы берем «көр», корень «у» убираем, плюс добавляем суффикс «д». Так, почему не «ды», да? Потому что корень глагола мягкая. Гласная «в», она мягкая. Көрдім. Көрдім. Вот «м». Не «мын». Хорошо? Вот это вот все. В прошедшем времени мы забываем про это. Дальше. Ты посмотрел. Көрдім. Көрдіңіз. И көрді. Ничего нету. Обратите внимание, пожалуйста, вежливая форма. Здесь у нас тоже будет мягкая. Здесь у нас было твердое, потому что корень глагола было твердое. Вот твердый корень, твердый суффикс, твердый суффикс. Здесь мягкий корень, мягкий суффикс, мягкий суффикс. Вот. И давайте возьмем еще один глагол. Пускай это будет «щу». Пить. Вот. «Щу», пить. Я выпил, допустим, да? Я выпил чай. Мен эш. Вот здесь аккуратно смотрим Т и М. Вопрос, почему не ды, почему не д? Потому что вот последний звук корня у нас глухой согласный. Глухим согласным мы добавляем либо Т, либо Т, в зависимости от корня. Корень у нас мягкий, потому что есть гласное Эш. Дым мы не скажем, дым мы тоже не скажем, дым. Все красиво, все гармонично. Дым. Сен. Дым. Видите, как меняется личное окончание? Сыз
Ыш. Т. Ngыз. И ол. Ыш. Т. В третьем лице ничего не добавляем. Еще раз. У местоимения мен личное окончание м, у местоимения сен личное окончание н, у местоимения сіз личное окончание либо ngыз, либо ngыз, в зависимости от корня глагола, и в третьем лице нет личных окончаний. Также в прошедшем времени есть свои ключевые слова или же наречия времени. Это кеше, вчера, алдын күні, позавчера, бұрын, это раньше и назад. Сейчас я вернусь к этому слову. И слово өткен – это прошлый, прошедший. Так, первое значение было раньше. Например, я раньше занималась танцами. Мен бұрын бимен айналыстым. И второе значение – назад. Что означает назад? Это 2 дня назад, 5 минут назад, 3 года назад. Как это образуем? Говорим екі күн, 2 дня и плюс бұрын. Сначала идет точное время, а потом плюс слово бұрын. Еще раз. Допустим, 5 дней назад. Бес күн плюс бұрын. 2 недели назад, допустим. Екі апта бұрын. 2 недели назад. И 3 года назад. 3 жыл бұрын. И давайте еще один. 5 минут назад. 5 минут бұрын. То есть точное время и плюс бұрын. Вот это вот словосочетание означает 2 недели назад, 3 года назад, 5 минут назад. Теперь словосочетание с словом өткен. Как оно будет меняться? Сначала мы говорим өткен и плюс аптада. Апта неделя, аптада на прошлой неделе. Это да будет на. На прошлой неделе. Өткен аптада. На прошлом месяце. Өткен айда. Өткен айда. В прошлом году. Өткен жылы. Жылда мы не говорим. Өткен жылы будет. Запомните это как исключение. И можно сказать там на прошлой пятнице. Өткен жұмада. Жұма пятница. Да, это вот на прошлое. Это вот да. То есть понятно. Кеше вчера, алдын күні позавчера. Бұрын раньше или назад. 2 дня назад. Өткен это прошлый, прошедший. В словосочетании мы сначала говорим өткен, а потом уже месяц, год или дни недели. И давайте составим целое предложение. Пускай это будет «Я 2 года назад занимался фитнесом». Начинаем предложение с мен. Мен 2 года назад. Екі жыл бұрын. Да? Я когда? 2 года назад. Екі жыл бұрын. Фитнеспен занимался. Айналыстым. Вот мое прошедшее время здесь. Вот оно. Вот оно здесь стоит. Айналысу глагол заниматься. Убираем у, добавляем та, а не д. Почему? Потому что последний корень глагола с глухая, а глухому согласному мы добавляем глухой суффикс т. Твердую, не с точкой, потому что корень глагола твердое по звучанию есть гласные твердые и плюс личное окончание ам. А если здесь будет местоимение сен, то и здесь, соответственно, что будет? Поменяется. А если здесь будет сыз, то и, соответственно, и здесь поменяется, будет ngыз. В казахском языке личное окончание всегда зависит от местоимения. Это очень важно. Не путайте, пожалуйста. Также наречие времени можно говорить после местоимения или же
наоборот сказать, начать предложение с наречия времени, можно екі жыл бұрын мен фитнеспен айналыстым. Главное, чтобы глагол всегда был в конце. На этом все. Теперь вы знаете прошедшее время в казахском языке. Хотите ежедневно практиковать казахский язык с преподавателем и не выходить из дома или из офиса? Тогда вам нужно пройти онлайн-курсы казахского языка всего за месяц. Для подробной информации свайпайте вверх.